У нас представитель культурного национального центра СИТА, Индийского культурного национального центра, уважаемый господин Бени Мету. Прошу вас. Я помогу с переводом, хоть я не профессиональный переводчик, но попросили перевести. Да. Good evening, ladies and gentlemen. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. So after coming here only I came to know I have to give a speech because my friend who was to be present here, he couldn't come due to some... Я был проинформирован, что мне нужно прийти принять участие, потому что должен был другой мой коллега принимать участие в сегодняшнем мероприятии. So because of that I'm not prepared to, I will make a short speech. Поэтому я буквально коротко выступлю без подготовки. So thanks to Dr. Mansurovich for helping me with the translation. So you see, a lot of people, especially people from Central Asia, doesn't know, otherwise they think that lot of sciences which we are familiar with today originated in Western Europe. Да, ну не так уж много людей в Средней Азии особенно знают о том, что обучение обычно проводилось в западных вузах, да, в западных центрах. They don't know that lot of sciences which we are familiar with nowadays originated in Central Asia. И те, кто обучались за рубежом на Западе, они, к сожалению, не знают о том, что все основные науки имеют истоки именно из Азии, из нашего региона. For example, I can tell you algorithm on which all the Facebook, all the social media is working. It originated in Arab world. И мы вот не знаем, и недавно только вот такая информация уже стала достоянием о том, что весь алгоритм, которым пользуются сейчас все социальные сети, все компьютеры, он как раз был разработан именно в нашем регионе. All science, all branches of science which starts with AL, originated in the Central Asian. Все научные изыскания и научные открытия, которые начинаются на алгебра, алгоритм и так далее, они были изобретены в нашем регионе. Algorithm, algebra, alchemy, all originated in Central Asia. Even Central Asian people doesn't know about all this. Даже центральноазиатские граждане не знают об этом. So like that, one of the greatest philosopher and scientist which Central Asia has produced is Abu Ali ibn Sina. И, конечно, Абу Али ибн Сина стоит в первом ряду среди тех философов и ученых, которые внесли. He was not only a philosopher and physician, he was very much more than that. И он был, как здесь уже говорится, не только философом или врачом, он был намного больше, чем это понятие. He was an alchemist, he was an astronomist, he was a geologist, he was a physicist, he was much more than. Он был и астрономом, и геологом, и занимался различными направлениями. So he has, you see, he has written a lot of books about lot of various fields of sciences, and especially in all his written works has been done in Arabic and in Persian languages. Ну и, конечно, практически все его труды в различных направлениях науки, они были написаны на фарси и на арабском языке. Two books which I am familiar with, which you must all have heard, is one is Book of Healing, which is considered as the philosophical and scientific encyclopedia. Как уже сегодня говорилось, одна из книг, эта книга исцеления, является буквально такой фундаментальным энциклопедическим философским трудом. So another one is the Canon of Medicine. It is considered as a medicinal encyclopedia. Ну и, конечно, канон врачебной науки – это медицинская энциклопедия. So both these books were considered as the capital books in all the medical universities till the 17th century. Ну и вот, как здесь уже упоминалось, до 17 века она была одной из центральных руководств книг для практически всех ведущих вузов. So I want to tell you, I am an Ayurvedic doctor. Ayurveda is the traditional medicinal system from India. И я хочу сказать, что я являюсь специалистом, врачом в сфере аюрведы, который является центральной, как мы все знаем, в Индии.
So, like you see, likewise, there is a traditional medicinal system from Central Asia, which is known as Unani medicinal system. И вот та медицина, которая сейчас в Центральной Азии, это медицина со времен Древней Греции, и она тоже вот распространялась. The Hippocrates from Greek, he is known as the father of Unani medicine, but it is Abu Ali ibn Sina who coded all the principles of the Unani medicine. И если мы считаем Гиппократа отцом древней медицины, именно греческой медицины Древней Греции, то Абу Ali ibn Sina развил и внедрил многие положения греческой медицины. So I want to tell you there are a lot of similarities between Unani, Indian and Chinese medicinal systems. Очень много связей, схожестей между древнегреческой медициной, между медициной Древней Индии и Китая. So Unani medicinal system tells that there are 4 basic elements which are present in all aspects of life in your body. 4 основных элемента греческая медицина выделяет по организму человека. So this it is air, water, fire and earth. So Ayurveda tells it is 5 basic elements: air, cosmos, fire, water and earth. Да, и вот аюрведическая медицина выделяет 5. Это космос, это воздух, это вода, огонь и так далее. So there are a lot of similarities. As a lot of doctors has told here, it is pulse diagnostic is very it's a basic diagnostic method of Ayurveda also. И вот то, что сейчас предыдущие докладчики говорили о пульсовой диагностике, это как раз является центром аюрведической медицины. So I request everyone present here to make use of this ancient medicinal system, what he has advised, what he had given us to be familiar with. And I am congratulating the organizers of this program for this great initiative to do such a program, and I expect more this type of programs from them. И, конечно, практически все выступления, они еще раз нам подчеркивают важность изучения античной медицины и через призму сегодняшнего дня. И еще раз хочется поблагодарить организаторов сегодняшней конференции за инициативу ее проведения, и мы ожидаем дальнейших таких же мероприятий. Thank you everyone for listening to me. Спасибо, спасибо большое.